Добрый вечер. Мы продолжаем эфир программы «Бугунь». Сегодня на телеканале АТР. И следующие 45 минут вашего драгоценного времени с вами я, Айдар Муждабаев. А у меня в гостях человек, которого вы, наверное, очень хорошо знаете. Единственный, кто голосовал против оккупации Крыма, присоединения так называемого Крыма к России, бывший народный депутат Государственной Думы Российской Федерации, последнего, нет, не помню какого созыва, и бог с ним, Илья Пономарев. Двух созывов, но не важно. Да. Двух, да? Ты даже добрый в двух вечер, созывах да. сумел там 9, сидеть? 9 лет я там был. 9 лет ты там был? Угу. Это стаж. Да это ужас. Вот. Тогда бы убил, уже вышел бы, да. Да, кстати говоря, мне кажется, да, в принципе, любое преступление дороже не оценивается. Ну, кроме терроризма, там, вот тем, чем мы занимаемся, собственно говоря. Что хотел спросить? Ты все время путешествуешь, поймать тебя совершенно очень трудно. Откуда ты к нам на этот раз приехал? Мы с коллегой прибыли из Стамбула, хотя об этом не надо говорить в эфире, но мы уже сказали. Что там делали? Ну, да, были дела, я же там занимаюсь бизнесом в основном в Украине. Но, кстати, интересно, что там заселились в гостиницу, пришли, встретили как дорогих гостей. То есть, я говорю, а что такое? То есть, так, мы вас смотрим, Илья Владимирович, каждый вечер по АТР. Прям уж каждый вечер. Ну, так вот сказали. Крымский татарин, да? Да, так что очень вот вам передаю, соответственно, привет. Спасибо. А если он нас сейчас смотрит и слушает, то ему тоже, соответственно, большой привет. Çok sağ olun всем, кто нас дивится, будь-де. Нашим соотечественникам, крымским татарам, украинцам в Турции большой привет. И вообще по всему миру, где они есть. Спасибо, что смотрите. И это лишний повод сказать вам, и вообще всем, кто нас смотрит по всему миру, что вместе мы огромные силы. Нас реально много. Вот, поэтому подписывайтесь на Patreon канала АТР. Каждый помогайте хотя бы чуть-чуть. И тогда Илья Пономарев снова будет о чем-нибудь спорить со мной в эфире вашего любимого телеканала. С тобой поспорить всегда одно большое удовольствие. Мне кажется, что ты только и делаешь, что хочешь со мной поспорить, потому что, несмотря на нашу действительно симпатию давнюю друг к другу, вот, человеческую, политическая, твоя позиция вызывает сомнения. Сейчас мы устроим тебе допрос. Да. Вот Нобелевская премия мира. Все говорят кругом, что несправедливая. Все говорят кругом, что должны были дать Навальному или Тихановской, или Навальному и Тихановской, что Нобелевский комитет струсил, что Нобелевский комитет Горбачев там нашептал от Путина, я такое слышал уже, да, чтобы дали кому-нибудь, вот, хоть там кошечки, хоть собачки, хоть птички, только, пожалуйста, не вот этому вот персонажу и так далее. И тем не менее, господин редактор «Новой газеты» Муратов, которого мы знаем оба, получает эту премию за заслуги, которые он говорит, что это заслуги убитых журналистов и так далее, и так далее. Он человек системный, он даже не признан иностранным агентом в России, как все. Живет, работает нормально, дружит с Песковым, с Каптиной Канделаки и прочими тинами. Вот. И ты его поздравляешь с этой победой. Ты что, правда считаешь ее заслуженной? Вот им лично. Во-первых, считаю, что заслуженно. Во-вторых, то есть я считаю сам факт того, что это произошло, это, безусловно, факт позитивный. Ну, во-первых, там, те люди, которые начали говорить про то, что это все там, Кремль проплатил и так далее, ну, я им всем говорю, вы либо трусы, либо крест. Потому что если вы до этого предполагали, что эта премия там, достанется Навальному, значит, вы предполагали, что никто никем не куплен. Значит, дали Муратову, значит, теперь куплен. Ну, это там, с Навальным это чисто сектантское мышление, которое свойственно там, определенным кругам на российской оппозиции. Ну, то есть мы с тобой не должны этому уподобляться. Что касается Муратова, то, ну, во-первых, сам факт того, что премию дали в Россию, является очень позитивным, потому что это приравнивает Россию к таким странам, как Мьянма, например, или ЮАР времен апартеида. То есть это четкий совершенно сигнал от этого очень уважаемого сообщества, которым является Нобелевский комитет, о том, что мы считаем, что вот здесь сейчас большая проблема. И также, как вот филиппинской журналистке Ресси это дали, она же тоже не мега-контрсистемный человек. И Нобелевский комитет никогда не играл там в какой-то большой радикализм. Они всегда давали, так скажем, общепризнанным мейнстрим
оппозиционерам. Ну, как, если Арафат, еще пара оппозиционеров. Ну, то есть это людям мейнстримным, да, то есть которым вот сейчас мировое сообщество признает. И кто же знает Дмитрия Муратова в мировом сообществе, расскажи? Ну, «Новую газету» знают все абсолютно. Его имя никто не знает. Имя Муратова не знает никто, ну, в смысле, знают профессиональные люди. «Новую газету» знают все. Но как раз я и считаю, что это не дали «Новой газете», а дали персонально Муратову именно потому, что ты вот любишь говорить, что там есть связи с спецслужбами и так далее. Ну, действительно, системный сам по себе человек. И «Новая газета» — в отличие это от системная... филиппинской коллеги, скажем так, в лапках, которые дали вместе с ним, которые преследуют президент, которые там сажают. Сейчас у нее какие-то многомиллионные штрафы, все. Лауреат из, как ты говоришь, такой неправильной страны России, да, который этот комитет отметил, как что там проблемы, да, лауреат живет богато, знаменито, никаких проблем не имеет, ни с чем практически, да. Что-то как-то, мне кажется, они не очень похожи. И, нет, во-первых, если ты читал там биографию Рессы, к сожалению, я с ней лично не знаком, но то есть как раз заинтересовался, соответственно, этим прочел. Она, в общем, тоже никогда не была радикальным оппозиционером. Ее в эту сторону двигают, но двигают тоже на тему того, что там, значит, отменяют регистрации. Там же условная демократия, СМИ, как там, бы в Филиппинах, да? Там такая гибридная демократия. Ну, там уже нечто похожее, на самом деле, на Россию. Без завоеваний только, да, слава богу. Да, ну, там с другими, значит, вещами внутри страны. Поэтому это как раз они похожие фигуры в этом смысле по своему статусу внутри страны, там, с поправками. Как ты думаешь, Ресса дружит с пресс-секретарем президента Филиппин, который преследует? Понятия не имею. Я тебе отвечу, нет, конечно. Понятия не имею. Ну, а как? Вот мне кажется, это только в России современно возможно. Быть оппозиционером и собутыльником пресс-секретаря фюрера. Смотри, давай различать все-таки две вещи. Да? То есть вот как раз и Муратов там, и Венедиктов, например. И даже не скрывают своих контактов с Кремлем. Нет, ну, то есть, слушай, я, будучи оппозиционером в России, депутатом Государственной Думы, я регулярно встречался с кремлевскими чиновниками. А что ж ты, давай через тебя, а что ж ты там не живешь-то? Почему ж ты по Садовому кольцу не ездишь, по Бульварному не ходишь? Потому что встречаться и разговаривать, это не означает занимать ту же самую позицию. Да нет, просто ты сядешь в тюрьму. Нет, это просто означает, что я не занимаю ту позицию. Я делаю так, как я делаю, и, соответственно, то, что я делал так, как делаю, в какой-то момент времени привело к обострению конфликта до того статуса, что оказалось несовместимым мое пребывание внутри России. Но это же не означает, что не надо общаться. А с журналистам-то точно надо общаться. Мы же понимаем, что это общение не для интервью, что это у них личное общение, идти на канделаки всех сдала с потрохами, что у них круг общения, вот, что это как-то слабо похоже на... Это мое мнение, я не представляю с этим соглашаться, но просто, наверное, для внешнего мира тут ты прав. Если рассматривать это как, типа, позитив для внешнего мира, они же не знают, кто там, что там в этой России, да? Ну, вот, типа, фронт дали газете, в которой убили как последовательно 7 человек. Вот так, наверное, это подают на Западе. Наверное. Да, примерно так, да. Вот. Но это сигнал для Запада может быть и такой. Но сигнал для россиян такой. Если принять правила игры, если не лезть на рожон, если перестать называть оккупацию Крыма оккупацией и соглашаться со всеми требованиями Роскомнадзора, то при этом ты и называешься якобы независимой журналистикой, да еще и поощрен западными демократическими институциями. Значит, так и надо жить. Зачем ты уехал, Илья Пономарев? Надо было там построиться, отстаться, договориться, может быть, что-то отдать, может быть, подчиниться, написать заявление, ну, как-то вот это, получить никнейм в КГБ там и нормально жить дальше. Айдар, я думаю, что уж кому как не тебе знать, что подавляющее большинство российских оппозиционеров, которые остались там на Западе, по разным причинам. Сделали это не потому, что они вошли в такой конфликт, который был неразрешим, а потому что так сложились обстоятельства, что это произошло. И подавляющее большинство наших людей, которые там, то есть, себя рвут в башку на груди, какие они радикалы, на самом деле радикалами никакими не являются. Просто так сложились обстоятельства. Если бы у них была возможность, значит, как-то отманеврировать для того, чтобы остаться, то есть они бы отманеврировали и остались. Ну, а где тут пространство возможностей? Допустим, смотри, ты бы мог тогда проголосовать, воздержаться. Уже не то. Уже более нормальная ситуация, да? Может, мог не ехать в Украину.
Да? Ну, если ты говоришь, что со всеми ними был знаком, с разными людьми, мог бы договориться. Я честно думаю, что они и меня бы оставили. И даже после доклада «Путин. Война», который я участвовал, потому что Кашин спокойно на Russia Today работает или где-то там, и какие-то другие авторы уже давно вписались в эту систему, да, вот. Но почему-то я не воспользовался этим шансом. Я мог бы даже замом Муратова был. Меня приглашала Евгения Альбац, когда она просто не знала, что я уже взял билет в Украину, все никому это не говорил. По понятным причинам, потому что АТР переезжал одновременно из Крыма в Киев. У меня свободный Муратов, я помогал ему спасать его журналиста Каныгина из ДНР. Вот, был там на связи всю ночь. Там, он не страшно, он бы взял меня к себе уж точно кем-нибудь, может быть, даже замом главного. Аж почему мы этого не сделали и не получили Нобелевку, а человек остался, подстроился, все и получил. Где в этом мире правда? У каждого есть своя определенная... У каждого самурая свой путь? Да, у каждого самурая свой путь, у каждого своя граница компромиссов. И каждый делает то, что может на том посту, на котором он считает правильным находиться. Да, история, что называется, нас рассудит. Я считаю, что Муратов, безусловно, находится на нашей стороне баррикад. То есть он из-за нее периодически высовывает, там, бегает какой-то, то есть это самое. Ну, это, еще раз скажу, это его путь. Благодаря тому, что у него есть этот путь, он сохранил «Новую газету» как издание, которое благодаря этому там остается. И на данный момент оно является самым массовым изданием такого типа. Ну, во-первых, издание финансирует олигарх, она никакой не независимая априори. Вот, во-вторых... Кто только не финансировал издание. Это опять же, то есть он выбирает источники финансирования как раз в зависимости от текущего ситуации. Сейчас все говорят, что его финансирует вообще Чемезов. Ну, говорят, уже какой-то Адоньев. Ну, то есть Адоньев это и есть Чемезов. Да? В данной ситуации. Да. Ну, это КГБ бывшее. На бывшее не бывает. Да. Ну, то есть он сознательно финансирует. Ну, короче. Вот. А до этого был Лебедев, который был до этого СВР. То есть крымский латифундист. То есть, то есть он меняет источники финансирования, выживая так, как может в этой ситуации. То есть ради выживания, спасения трудового коллектива можно все абсолютно. Это не спасение трудового коллектива, да, то есть это сохранение возможности хоть что-то сказать в этой удушливой атмосфере. И Муратов, и Венедиктов решили, что это является самостоятельной ценностью. Они считают свое призвание как журналистов именно в этом. Они идут этим путем. Хоть что-то сказать. Да, я считаю, что это позиция, заслуживающая уважения. Я при этом прекрасно знаю, что ряд журналистов «Новой газеты», в том числе те, которые делают классные, интересные материалы, там, расследования и так далее в других вопросах, например, очень даже прислушиваются к мнению спецслужб. У меня есть там точные на эту тему свидетельства. Ну, ты еще раз трезвый, ты все люди лавируют так, как они могут лавировать. Находиться сейчас, в принципе, в России и говорить, что мы живем в сферическом вакууме, невозможно. Смотри, лавировать это все-таки вынужденная история. Это когда тебя преследуют, когда, ну, грубо говоря, что такое лавировать? У тебя летят какие-то выстрелы, ты прячешься. Там, или 7 человек убили. От ударов. Да, 7 человек убили, в том-то и дело. Но это означает, что преследуют? Это означает. Значит, вот кто-то не отлавировал. Но последнее было убийство, я не вспомню год, это, наверное, 4, нет. 13-й, наверное. Да. Ну, короче, с тех пор немножко воды утекло все-таки в мировой океан. И не так давно выходит, это просто пример, дело не в моей фамилии, ерунда. И вот я говорю, когда тебя заставляют что-то делать, ну, например, как «Коммерсант» заставляет публиковать бредовую заметку Медведева, хамскую, которую мы сейчас будем обсуждать. Но последний вопрос, да. А есть вещи, которые идут от души, из глубины сибирских душ или руд. И вот берет журналистка, которая, не буду называть ее имя, которая работала со мной, с Аркадием Бабченко, с которой прекрасно были всегда отношения. Она берет и звонит мне и Аркадию. И, пользуясь тем, что мы лично знаем, она берет с нами какое-то интервью. А потом отдает их на анализ русским психиатрам, ну, тем же самым, видимо, которые сейчас держат Наримана Джалялова, их коллеги, которые в психушку засадили в Крыму, да, и отдает этим же людям, и они делают вывод, что я ненормальный, что Аркадий ненормальный. А она делает вывод, это, наверное, не из Кремля и продиктовали, что мы такие же как бы враги человечества, такие же организаторы войны, как Соловьев, Скобеев и Киселев. Является ли это правдой, является ли это заказом Кремля или позывом души? Если позыв души, то что это за позыв души? Я этого понять не могу.
На самом деле, я считаю, что то, что вот было сделано в этой статье, совершенно возмутительно. Если помнишь, я про это даже пост написал. Я помню, очень редко комментирую, значит, подобные материалы, да, то есть вот. Но это же не заказуха, это же не заказуха, это же крик души. Как раз вот это, на мой взгляд, сам факт этой статьи, это и является предметом рассмотрения, ну, если не психиатра, то психоаналитик. Потому что человек, который там находится и понимает, что он идет на определенные компромиссы, вот, он себя тем самым оправдывает. То есть он либо молчит, либо ищет способ публичного оправдания. Ну, что те, которые не пошли на эти компромиссы, вот это ненормально. Да, то есть, а нормально, значит, вот так, как, соответственно, она всю редакцию свою оправдывала этой статьей. Редколлегия утверждала. То есть была такая статья самооправдания. Конечно, статью же пропустили. Ну, это, конечно, от редактора она очень жесткая была статья, резонансная статья, то есть, я бы сказал, знаковая, как это принято. Но это ли не присяга Рейху? Нет, не присяга Рейху. Хорошо, а слова Муратова, давайте, все-таки все касается Крыма в этом мире. Угу. В отличие от тебя, например, Муратов принял оккупацию Крыма как факт, да? Но как все русские либералы, сказал, надо бы эту кражу оформить цивилизованно. Давайте проведем референдум, чтобы родину крымских татар не хапком забрать, а голосованием белых колонизаторов, да, например, да. Но какая мне разница, каким образом меня будут унижать и преследовать и так далее, с разрешения, опять все равно фиктивного какого-нибудь референдума, или с этим референдумом, который вообще не фиктивный, на него, как прекрасно знает Муратов, пришло на 35% населения, не больше. Как все прекрасно знают, просто по кадрам АТР это видно. Такая позиция, она что? Это чтобы выпивать с Песковым, это чтобы в газету выходило, это зачем? Он действительно считает, вот ты веришь, что он действительно считает, что Муратову нужен Крым? Вот расскажи, зная его лично. Смотри, ты вот это интерпретируешь его позицию, на мой взгляд, с неким довольно сильным и принципиальным перехлестом. Потому что позиция Муратова, которую он говорил сам публично, и он член партии «Яблоко», там видно, и у партии «Яблоко» ровно та же самая позиция, да, что это незаконная аннексия, захват, оккупация, и мы ее не признаем. И партия «Яблоко», даже если ты обратил внимание вот на этих вот выборах, уж вроде тоже очень системная партия, да, то есть там и Явлинский тоже с Путиным имеет прекрасные отношения, и встречается, и разговаривает там, значит, и так далее. Но, тем не менее, то есть партия «Яблоко» не выдвигала кандидатов по Крыму, не вела агитации по Крыму и так далее, в отличие, скажем, от Навального, который выдвигал, агитировал, умное голосование там работало и так далее. Например. И Муратов стоит именно на этой позиции. То, что он говорит про референдум, так извини, пожалуйста, твой покорный слуга говорил всегда и говорит ровно то же самое. Я считаю, что у каждой нации, народа, территории есть право на самоопределение. То есть, подожди, ты гражданин Украины. Да. Ты призываешь к нарушению закона Украины, который не дает права региональных референдумов. Не существует в законе Конституции Украины. Смотри, мне честно скажу, вот любые ограничения любых национальных государств, какое бы это ни было, то есть была Украина, Соединенные Штаты, Российская Федерация, то есть любая страна. То есть я как человек левый, я этого не признаю. Я считаю, что у любого народа есть право себя реализовать таким образом, которым он считает необходимым. Вопросов нет, но смотри. Значит, сейчас, я просто, чтобы это, то есть договорил. И поэтому, когда мы говорили о том, что весь этот захват, аннексия, оккупация являются незаконными, мы как раз говорили о том, что был сделан фейковый референдум, то есть была имитация волеизъявления, что этот референдум был проведен в ситуации уже состоявшегося фактически военной оккупации, да. То есть со всеми этими вежливыми человечками там, и так далее, поэтому он никаким образом признаваться не может. Соответственно, то, что говорит Муратов, он говорит совершенно простую вещь, что если бы возникла та ситуация, когда бы в Крыму действительно бы на самом деле большинство бы населения хотело бы там отделиться, сделать отдельную страну, то есть пойти еще каким-то другим путем. Тут всегда должно быть право это сделать. Но только этого не имеет. Судетская область, большинство населения немцы, территория Чехии. Референдум, чем закончилось, знаем. Значит, сегодня в Берлине живут достаточно русских, в Эстонии 30%. В Латвии под 40, может быть, больше. Да. По этой логике Россия может заселить своим населением любую территорию, взять Латгалию, там 3 или 4 района, я не помню, Восточной Латвии, и отделить их от страны, членов Евросоюза и НАТО. Логика такая. Нет, логика, она абсолютно такая. И, ты что, про где Латгалию... Русские создают большинство, там они проводят референдум, тогда войн никаких не надо.
Вот Финляндия, вот сейчас читаю новости, вот Финляндию. 2 олигарха купили 2 острова там. Сейчас они привезут туда свою прислугу, наймут местных еще. Ну, фильм «Оккупованные» ты смотрел норвежский, да? Вот. И как-то, мне кажется, эта логика, она не очень рабочая. Она как-то искусственно подогнана почему-то под Крым, хотя русские заселяли, колонизировали далеко не только, к сожалению, Крымский полуостров. И там создавали свое большинство методом просто... Ты же левый человек, нельзя же местное население уничтожать. И выгонять. Ну, все же живые люди. То есть мы же исходишь из того, что как будто там были какие-то роботы, да, то есть вот, кто вам сказали, вот туда идите, там, значит, там ФАС и все прочее. Это же не так, и большинство людей там русских этнически, да, то есть которые живут там в той же самой Латвии, например, там оказались не потому, что, то есть их туда кто-то прислал, а потому что они там родились, потому что они там выросли, ну, то есть, они этнически русские. А заселение 40-го, вернее, ну, скорее же, 45-го года разве не было, 44-го? Начиная, плюс. Вот, да. Там был момент, когда происходила индустриализация, то есть, и когда там строились новые объекты, вместе с ними приезжали люди. Это все было, естественно, я не спорю с тобой. Но в итоге сложилось, как сложилось, и большинство людей, которые там сейчас живут, это не те люди, которые там приехали, значит, заселять новую территорию. Сложно сказать, потому что я думаю, что возрасту. они же все нарождены в Латвии и в Эстонии, там такие законы были. В Литве нулевой вариант принят, а в этих такой. До 40-го года, до момента ввода советских войск, у кого там корни, бабушка или он сам, те становятся гражданами. Вот сколько процентов не граждан, те после приехали. Те не были гражданами до революционной, до военной республики, до оккупационной республики, которая стала преемником которой стала Латвийская республика 91-го года. Все правильно. Просто сознательное решение приехать принимали люди, как ты понимаешь, которым было хотя бы 18 лет. Правильно? Все остальные, они не принимали сознательного решения туда приехать. Они были либо членом семьи, либо они родились там. Ну, 80% тех русских, 90% тех русских, которые там сейчас есть, они просто там родились. Скажи, а если бы Латвия и Эстония дали право голоса равное, что бы было с Латвией и Эстонией? Было ли бы Латвия и Эстония членом так НАТО и ЕС? Они на самом деле дали право голоса как раз в случае с Латвией. То есть Латвию я хорошо знаю. Нет, там есть не граждане, но у всех есть возможность стать гражданином. Да. То есть иди, сдай экзамен по латвийскому языку, и ты станешь гражданином. И вот из этих там, примерно там, 40-45% населения, которые были русскоязычные, примерно половина пошла, сдала экзамен и стала гражданином, а примерно половина не пошла и не сдала экзамен, и не стала гражданином, и живет там в том статусе, в котором она сейчас живет. И я тебе хочу сказать, да, моя логика, она универсальна, что если бы там люди бы хотели какой-то другой способ самоопределения, они должны иметь возможность этого делать, только они этого не хотят. Как Кремль там не пытается своим первым каналом. Там, если туда ввести танки, например, в Латгалию или в Даугавпилс, или ввести танки в Нарву, да, и я думаю, что у них все получится буквально за неделю. И нам это признавать потом, что ли? Смотри, вот это... А вот тут опять мы переходим в очень важный Рубикон, и он именно тот же, который был и с Крымом. Потому что если есть демократический процесс, не знаю, как Великобритания, который, значит, референдум по независимости Шотландии. Значит, нормальный демократический процесс, да, то есть люди ведут агитацию, одна сторона за, одна против, легальное голосование, он имеет право принять то решение, которое они хотят принять. Если в ситуации, когда сначала происходит военная оккупация какой-то другой страной, а потом она начинает что-то диктовать, мы же не признаем аннексии всех этих балтийских стран в 1940 году. Ровно по той же самой причине. Потому что то есть, сначала состоялось... А потом они нагнули местные парламенты, и были референдумы, и решения парламентов, и так далее. И то же самое в случае с Судетами, про которые ты говоришь. Да? Вот была бы ситуация, что не было бы Рейха, который бы этот референдум бы провоцировал, присылал бы туда своих людей, деньги, там, пропаганду, то есть, как это говорит сейчас, гибридной агрессией, значит, проводил этот референдум. Состоялся бы ли этот референдум? Не было бы Рейха, и проблем бы не было. Ни того, ни этого. Я про это говорю. Поэтому я говорю, что если мы ситуацию рассматриваем отдельности от присутствия третьих стран, которые раскачивают ситуацию, и военным или гибридным способом занимаются отъемом этой территории в свою пользу,
А если мы говорим, что это есть отдельная страна, в которой происходит какой-то внутриполитический процесс, он полностью имеет право происходить. Совершенно разные ситуации в двух странах. В Британии, о которой ты говорил, это Соединенное Королевство. Угу. Правда? Где в Шотландии есть свой парламент и свои права. Давно-давно. Угу. Есть Каталония, где русские тоже помогали гибридно, и где просто тупо все сели в тюрьму, потому что нельзя. Потому что Испания – это не Соединенное Королевство. Да? А Крым – это часть единого украинского государства, которое не является федерацией. Да? Но сели там в тюрьму не из-за того, что Каталония это, что Испания это не федерация. Бог не по с ними, причине. Пусть они садятся куда угодно, я не про это, я просто тебе говорю пример. В Англии действительно по закону, потому что это Соединенное Королевство. Если бы Украина была Соединенным Королевством, окей. Но Украина не Соединенное Королевство. И в украинских законах нет понятия региональных референдумов. Почему Дмитрий Муратов, гражданин другой страны, на основании чего этничного права большинства россиян в Крыму он это говорит, почему он не комментирует, не предлагает референдум провести в Конго или, например, в Южноафриканской республике, или, например, в Федеративной республике Бразилии, где это, наверное, проще по закону. Почему Украина-то? Я думаю, что Дмитрий Муратов, человек, я его знаю не очень близко, да, то есть я никогда его не считал каким-то там ни другом, ни приятелем, да, то есть знакомым, да, вот. Но, тем не менее, немножко представляя его систему взглядов, я не сомневаюсь, что у него взгляд будет одинаковый всюду в этом плане. И у меня он взгляд одинаковый всюду. Вот то, что ты говоришь. Для меня нет разницы между Соединенным Королевством... Ты отвечаешь, а я понимаю. как он, я не знаю. Я тоже, хорошо, я не знаю, но я предполагаю, просто исходя из всего, что я от него слышал в течение жизни и так далее. Есть там Соединенное Королевство или Испания, или любая Зимбабве, да, то есть не играет, вот для меня фактор там, является ли это федеративной или конфедеративной страной до того. Для вас левых это не является. Не играет роли вообще никакой. Для меня является ролью то, что если свободный, самостоятельный выбор какого-то народа, который живет в этой стране. А что, скажи мне, это народ, когда с 1944 года меняют население зеркально, даже не просто зеркально, а в 10 раз меняют, в 8 раз население, а потом голосуют это зеркально, у тебя же есть имущество, я могу прийти к тебе в дом, заселиться и проголосовать твое выселение? Это один из важнейших факторов. Я считаю, что то, что произошло в 1944 году, это преступление. Но нельзя же делать геноцид базисом для дальнейших демократических решений. Я согласен. Так о какой референдуме идет речь, если это результат геноцида нынешний этносостав? Ты после этого что говоришь? О том, что мы вообще на этой территории не имеем возможности никого ни о чем спросить? Кроме коренных народов нет, конечно. А как? А как ты будешь спрашивать у оккупанта? Но это же это право вора. Тогда человек отбирает что-то и говорит, я проголосовал за то, что этот компьютер мой. Окей, забирай. Смотри, на это же тоже есть разнообразные процедуры, которые позволяют эту историю компенсировать. Вот Украина, в частности, да, я считаю, это один из важнейших факторов, почему Украина потеряла Крым. Помимо трусости и предательства непосредственно в 2014 году руководства, да, то есть, которое не сопротивлялось. Так. Не путайте потерю с грабежом, с разбойным нападением. Это как говорит женщина с сумкой, ее ударили по голове, отобрали сумку, она же ее не потеряла. Это филология. Ты же знаешь, как я вкладываю... преступление другое. Это было преступление, а не потеря. Утратила, да, то есть утратила, да, то есть эту самую территорию. Один из важнейших факторов, что не было национальной автономии. Я считаю, что это является большим вкладом, да, в то, что в итоге, то есть все-таки нет произошло. политического большинства, которое может решать судьбу меньшинства произвольно. Да, любое мнение меньшинства должно быть учитано и уважаемо, так же, как мнение большинства. И так же, как, не знаю, в компании есть блокирующий пакет. То есть все-таки коренной народ может иметь какой-то голос на своей земле? Не просто может, я как раз про это говорю, что он должен. Я говорю о том, что если бы Крым имел бы соответствующий статус и была бы национальная автономия, и в этой национальной автономии у коренного народа были бы какие-то особые права, то, наверное, бы и при любых подобных волеизъявлениях, плебисцитах и так далее, эти права бы позвучали бы совершенно по-другому. Более того, я могу сказать, опять, чисто исходя из психологии, конкретных, кремлевских ухарей во главе с господином Путиным. Сейчас вернемся к ним. Они к этим всем национальным вещам относятся очень и очень серьезно. Болезненно. И что из статьи Медведева абсолютно ясно. Да?
Вот. Все-таки я хотел добиться этого более ясного для меня ответа. То есть все-таки судьбу Израиля не могут решать арабы все-таки, да, голосованием на любом референдуме. И судьбу Израиля, я считаю, должны решать и арабы, и евреи. Нет, не окрестные люди, цель которых является уничтожение Израиля. Скажем так, неправильно я сказал. То есть судьбу Израиля не могут решать люди, цель которых уничтожить Израиль, правда? В такой форме, конечно, нет. Ну, да. Теперь к нашим баранам возвращаемся, к нашим бывшим баранам. Вот. Но бараны те же. Значит, что такое статья Медведева в «Коммерсанте», которую цитировали и комментировали все, начиная подалека, это офис президента Украины, заканчивая всеми таксистами киевскими. Извините, что вы можете сказать по поводу статьи Медведева? Дать 5 минут, я высажу на Троещине людей и смогу вам дать интервью. Ну, на самом деле, я считаю, что это вещь, заслуживающая определенного внимания, да, потому что, судя по... Это очень интересно. Вот да. Прям не прерывая, рассказывай все, что ты про это думаешь. Да. Потому что это интересно проанализировать со всех сторон. Его, не его статья, но там каких-то вопросов таких вот можно накидать, да. Зачем он это делал? Почему лексика такая затулинская какая-то, дебильная, дегенеративная, вот это все. Это что за девиантный детский сад? Ну, во-первых, значит, если ты обратил внимание, я просто, конечно, смотрю как инсайдер, да, то есть на всю эту стилистику и все прочее. Ну, да? Расскажи. То есть, как делается там любая статья того большого, значит, не начальника. Очень большая она. Большого начальника. Большого начальника. Ну, это знаковая статья. А кем руководит Медведев, кроме своих домашних? Не, у него есть люди. Безусловно, вне всякого сомнения. И поскольку я имел отношение к написанию нескольких статей Медведева, да, то есть, которые касались... мы попали прям в цель. Ну, да, модернизации, там, все инновации. То есть, я знаю, как этот процесс происходит по-нормальному, да, то есть, у Дмитрия Анатольевича Медведева, да. Очень вот. И эта статья, конечно, она тема интересна, что это явно вообще полностью просто его сырой материал. Потому что там же «Коммерсант» это выложил даже там с наклонными буквами, там, жирными буквами. Почему? Это совершенно явно, соответственно, это... То есть он писал это от руки на пище и бумаге? Не, ну, собственно, это в Word написано. Оно же там еще заглавлено были тезисы к статье, да, то есть, вот, значит, чувак на самом деле написал там тезисы, которые он хотел, чтобы там кто-то... А ему сказали, ну, давай сюда, хватит дописывать, потом будешь. Просто в том виде, в котором это написано, спешили, на самом значит, деле... Это тоже интересно. Публику... Почему спешили? Не, я думаю, что это внутренняя история аппарата Медведева, да, то есть просто у него совсем никого не осталось, все разрушено там и все прочее, но этим оно интересно, да, то есть что то, что там написано, это совершенно точно его личные мысли. Вот, со всем этим сумбуром, значит, и всем прочим. То есть писал он? Думаю, что, да. А стилистика, ругани, унижение, вот это тоже его? Да, ну, значит, у Медведева всегда был этот комплекс Наполеончика. Вот, там, человека маленького роста, да, то есть которому очень хотелось там, как-то мускулами играть. Синдром Моськи вот. Какой-то, да? Ну, это, наверное, не точно, но вот, то есть вот мускулами поиграть, там, значит, оружием побряться, да, это, ну, мы помним, что там долго на эту тему спорили, и с ныне сидящим в Грузии Саакашвили я на эту тему спорил, кто отдавал приказ, кто принимал реальное решение о грузинской войне. Я уверен, что это делал Медведев. Вот. Именно это был шанс его стать Наполеоном в своих глазах. Он как раз хотел, чтобы это был не Путин, а он лично. То есть, вот. Я уверен абсолютно, что это было решение Медведева, но... Но окончательно все равно было Путина, конечно, он же кивнул на это. Он не мог возразить. Он не хотел, наверное, возражать. Может быть, он и кивнул. То есть, но тем не менее, решение как решение, я думаю, что оно было медведевским. Неважно. Вот эта статья, он все время хочет быть там даже радикальнее своего босса, да, в этом плане. То есть он, с одной, он все время мечется между двумя позициями. Он хочет быть там камильфо на Западе, он реально это всегда хотел, да, то есть вот. С другой стороны, свобода лучше, чем не свобода. Да, свобода лучше, чем не свобода, то есть и так далее. Да? С другой стороны, он всегда там для дорогих россиян хотел, я тоже тут лидер, да, то есть я тоже тут могу. И вот этот народ из грунта, как это по-русски глубинный, сказать? Глубинный народ из грунта. Вот, и, значит, с другой стороны, западные элиты, ну, довольно тяжело лавировать. Тяжело, это абсолютная шизофрения, то есть, которая приводит там, к безудержному пьянству, да, то есть, вот, но она у него, значит, соответственно, есть. Сейчас он находится в силовой среде, собственно, то есть он уж попал в этот Совет Безопасности, куда его засадил Путин. Думаю, что мы все равно
недооцениваем в этом смысле Медведева. Я думаю, что Путин его вполне сознательно высадил именно в эту среду, чтобы именно эти качества у Медведева, значит, там Но он остается его другом подразумевались. ближайшим, одним из ближайших. Я не думаю, что слово «друг» здесь применимо. То есть как? он остается одним из каждому ближайших доверишь, людей. прошу прощения, Да, очень смотреть. доверенным, Да. ближайшим Значит, он доверяет ему доверенным на человеком. 100%. Ближайшим доверенным человеком остается вне всякого сомнения. Я вряд ли думаю, что здесь слово «друг» правильно. Хорошо, но это его мысли, совпадающие с мыслями Путина. Просто в форме, которую, как ты предполагаешь, избрал Медведев. Форму. Да. Но суть это Путин. Ну, это в любом случае, это мысли вот путинского вот этого силового окружения. Но главная мысль – говорить с вами не о чем. Да. Говорить мы будем с сюзереном. То есть они обнулили Зеленского, сказали, все, да, Бандера, уходи, все. Тем более они назвали его фактически с намеком, что он еврей, но стал бандеровцем. Это вообще мерзительно все выглядело, по-тошному так, да. Ну окей, у них там свои понятия о морали и запахах, да. Но главная мысль, что разговаривать будем с сюзереном, и прилетает Нуланд тут же. Нет, и в 0:03 ночи это выкладывают на сайте «Коммерсанта», хотя вполне могли дождаться до утра. Да-да-да. Значит, я думаю, что именно с визитом Нуланд это связано. Значит, визит Нуланд планировался, как мы понимаем, до того, как вышла эта статья. Поэтому я думаю, что это был один из факторов, почему эта статья появилась. Приезд Нуланд, на самом деле, вот совсем недавно был в Штатах, то есть он не связан с никакими политическими вещами, он связан с вещами административными. Нуланд вообще сейчас... Функционирование посольства, сколько я прочитал. Да, точно? Ты думаешь, что так и есть? Да? То есть это не поручение Байдена, какие-то вопросы обсуждать большие? Нуланд сейчас всячески старается дистанцироваться от политических вопросов, заниматься Китаем. Это я просто могу сказать, вот она всячески отпихивает эту украино-российскую тему, значит, от себя, хотя это, по идее, ее непосредственная обязанность на этой должности. Но последние пару-тройку месяцев, наверное, после вот этого саммита с Байденом с Путиным в Женеве, вот с этого момента просто... Ну, Босния, она функция в любом случае. Да. И это главное, что обсуждается, от чего был этот самый визит. Но, по-видимому, Москва хочет, Кремль хочет в этот визит впихнуть еще и другую повестку дня, и, соответственно, вот эта статья, она именно про это, о том, что, то есть, идите сюда, значит, бандерлоги, да, то есть... Ну, то есть мы вам тут говорим, мы с Украиной больше не общаемся, мы с ней не разговариваем, а вот с вами можем. Это же, понимаешь, это же все время игра злого, доброго полицейского. Да. То есть сейчас вот Дмитрий Анатольевич Медведев решил кукарекнуть и стать на какое-то время злым полицейским. Ну, то есть он в Совете Безопасности. Вот, чтобы Путин тем самым становился добрым полицейским. Ну да, Путин это не говорит. Да, Путин же это не делал. То есть Путин как раз на основе этого может, хорошо, это вот видите, есть вот у меня тут, там есть мнение, что не надо говорить, значит, с Зеленским, а я вот демократ, да, то есть вот. Это как с газом недавно. Зачем же так цену подняли, да? Да, зачем же так цену подняли? Это же неправильно. Неправильно, да, то есть надо же. Вот, поэтому Путин будет играть здесь роль доброго полицейского. И это то, зачем Кремлю эта статья была выгодна, хотя я уверен, опять-таки, что это инициатива самого Медведева, он слышит вокруг то, что происходит и так далее. То, что нам, я считаю, из этой статьи надо это важнее. Получить, да, потому что все же эти тезисы о том, что надо говорить с сюзереном и так далее, они не новые, да, то есть они про это повторяют постоянно. Эта статья вообще, с точки зрения по сути, что там написано, как месседжи, там ничего нового нету, да? Согласен. Вот, она по форме просто такая. Да, она интересна тем, что это прямая речь, да, то есть прямой поток, значит, да, как подслушанный разговор в путинской бане какой-то, да, что мы там говорим. Да. Вот то, что я считаю, нам из этой статьи нужно воспользоваться, да, это то, что они нам впрямую говорят, что мы с Украиной договариваемся с украинскими начальниками, а они за базар не отвечают. Вот это является, на мой взгляд, центральной темой, которая... Стоит обсудить внутри страны. Да. Потому что это большая проблема, действительно, это большая проблема украинского государства, которую я слышу не только, что называется, из Кремля. Я это слышу из Запада тоже. То есть... Ты хотел, чтобы наши какие-то обещания давали и выполняли, что ли, Путину? Нет, я хочу, либо не давайте, либо выполняйте. Меня второй пункт не устраивает. Нет, потому что если ты хочешь о чем-то договориться, то есть... Ну, ты понимаешь, русские требования. Они же не требуют подарить нам, вот я не знаю, сало привезите нам в подарок. Да? Они же требуют формулу Штайнмайера, они требуют воду в Крым. У них совершенно... Они требуют сдаться. Все. Во-первых, мы не знаем, что они реально требуют. Мы можем предполагать даже по этому письму.
Ну, это еще раз, есть публичная позиция, а есть реальная политика. Я не думаю, что то, что они реально требуют, это называется формула Штайнмайера и все остальное. А у меня сложилось впечатление, у нас сложилось впечатление, по некоторым тоже сведениям, косвенным, что и канал РТР их очень раздражает, и они об этом сообщали прямо во время минских переговоров. Наверное, раздражает. А может быть, кто-то и пообещал. Наверное, раздражает. Наверное, раздражает. Но не это же является магистральной темой. Есть колода, есть колода в карт, да, то есть в этой колоде карт есть много разных... Смотри, но крымская тема в этой колоде, вот я хочу на Крыме сориентировать, сконцентрировать внимание. Очень раздраженная речь. Он называет крымских татар просто татарами, не называя, вы знаешь, как вот он, знаете, когда они что-то боятся, условно хотя бы как-то, да, они этого не называют. У них такой закон вот этих султанатов, я не знаю, как это называют, да. Значит, он не называет крымских татар, называет их татарами и говорит ублюдочный или дебильная крымская платформа, ублюдочный закон о коренных народах. Ну, это один из законов Украины, но так если от всего абстрагироваться, да? Что вам так вообще эта вот иголка в этом месте засела? Почему? Объясни. Ну, конечно, засела. Ну, потому что вся война, не объявленная Россией международного сообщества, она же идет не вокруг Донбасса, она идет вокруг Крыма. Она же Крымом начата. И поэтому, конечно, вот ты говоришь, что является главной задачей Кремля. Я считаю, абсолютно уверен, что никакие там, не формулы Штайнмайера, никакие... Да, главное, что международное сообщество забыло про Крым. И то, что Украина, наоборот, идет в пику этому процессу, их желаний, да, вызывает вот эту дикую реакцию. Конечно. И законы коренных народов. Почему? Что такого ему там до коренных народов Украины? Это пропаганда. То есть, во-первых, то есть, это в России этот закон просто неправильно читается. Они специально его читают неправильно. То есть они хотят его читать неправильно, они его и читают неправильно. Там же русским по белому написано, что народы, не имеющие государственного образования за пределами Украины. Достаточно прочитать первый там, или какой-то там абзац и сказать, ну окей, это не наше дело. Но наше, потому что Крым оккупирован. Речь идет о Крыме. Я, конечно, считаю, что этот закон, зря, опять-таки, его Верховная Рада приняла в принципе, да, потому что это льет мельницу на российскую пропаганду. Что это зря? Это первый базовый закон, без него невозможно не признание крымских татар коренным народом, потому что нет определения. Ну, слушай, невозможно создание той самой автономии, ты про можешь которую делать ты это говоришь. по-разному. То есть ты можешь совершенно впрямую... Окей, мы сейчас не про... Ты можешь впрямую принять закон про национальную автономию. Ну, так устроены украинские элиты политические, шаг за шагом. У нас есть свой политический процесс, да, это понятно. И поэтому произошло то, что это произошло. Но точно так же, как подарком российской пропаганды в свое время была отмена языкового закона Кивалова, значит, также это тоже является подарком. А я считаю, что это подарок, не подарок, конечно, это шанс на будущее крымским татарам. Я не оцениваю это как какой-то... Ну, пусть они злятся, мне-то что? Смотри, я же говорю... Надо же права народа политические. Я говорю с другого угла зрения. Как мы понимаем, этот закон коренных народов внутри Украины имел резонанс ровно 0,1. Вот, поэтому я и сказал. Вот. Значит, где-то это... Поэтому здесь никого, то есть никаких русских здесь это не задело. Да? А тут Путин лично. Там типа все возмущаются. Потому что речь не о русских, а о крымских татарах. Потому что речь не о Я поэтому говорю, то есть у нас другой угол зрения. Да? Они же говорят, там, чтобы российское население возбуждать. Видите, вот там русских унижают. Вот. Это уже поздно. Эта песня уже давно старая. И никто тут не ловится. Типа подтверждают. Ты зря это. Здесь не ловится, а там ловится. Нет, там ловится что угодно. Для них это подтверждение. Поэтому это для их пропагандистской машины это является дополнительным... Ну хорошо, бог с ним. Мы не зрители их пропагандистской машины. Я тебе хочу сказать так. Вот что будет, какая истерика будет там, если вот мы... Тут видим истерику на счет рамочного закона, где даже не указано ничего фактически, кроме базовых дефиниций. Если Украина примет закон о коренном народе Украины, крымских татарах, и месте его расселения природного, это Крым, да, и затем изменит главу 10, раздел 10 Конституции, где напишет, что Крым – это крымско-татарская национальная территориальная автономия в составе Украины. Вот у нас у тебя минута, вот какую можно реакцию предположить от этих вот людей? Ничего другого, кроме того, что есть сейчас, не произойдет. Потому что им на самом деле абсолютно плевать о том, что происходит. Если бы было плевать, не было бы реакции ни Путина, ни Медведева. Да нет. То есть то, что происходит внутри украинского правового поля, это только пища для Скобеевой и Подожди, Соловьевой, но это же речь Киселева. идет о Крыме. Они же считают Крым своим. Вот в чем разница.
Вопрос, что позиция Украины в данной ситуации им фиолетовая. Важно, что про эту тему думает международное сообщество. Украина же это международное сообщество подает эти законы, не просто так. Как усиление Украина своих принимает прав законы на Крым. для украинцев, которыми являются крымские татары. А для международного сообщества это международное сообщество. Вот Крымская платформа – это для международного сообщества. То, что туда приехало до хрена народу, представителей разных стран. Литературнее, пожалуйста. Вот это вот для Кремля – это действительно проблема. То есть и они, именно поэтому у Медведева именно Крымская платформа прозвучала в этом, а не что-либо другое. Им важно, чтобы международное сообщество сказало, давайте к этому относиться как вот к оккупации стран Балтии. Ну, то есть, да, чтобы мир молчал, и Украина тоже де-факто молчала и ничего не делала. Но и Крым и Украина что-то делают, это вызывает, конечно, сильное раздражение. Как всегда, можно долго с тобой спорить, но, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо, что пришел. Спасибо. И кое-что пояснил именно по этому странному демаршу одного из лидеров так называемого рейха. Но я предлагаю вам не переключаться и смотреть АТР дальше. Я прощаюсь с вами всего лишь на несколько дней. До новых встреч.